счастливым, светлым, проблемы разрешатся, надежды сбудутся, здоровья и радости нам. В эту сказочную пору вас приветствует якутский Дед Мороз Гавриил Спиридонович Угаров, специалист по холоду, доктор биологических наук. Дорогие якутяне, я Эгайдил, якутский Дед Мороз, и Дед Добрый волшебник. Поздравляю всех вас с новым 2023 годом. Я благословляю вас на Новый год не как священнослужитель, а как Дед Мороз, как добрый волшебник. Прежде всего, хочу пожелать вам крепкого, как кремень, здоровья, чтоб любая хворь исчезла, как дурной сон, чтоб болезни обходили стороной. Желаю вам больших успехов в учебе и труде. Хочу, чтобы вы были открыты для новых идей, новых технологий, чтобы они помогли вам развиваться дальше, идти вперед, помогли жить лучше. Изучайте свой родной язык, разговаривайте на нем, где это возможно. Прививайте к своим детям любовь к родному языку. Живите богато, развивайте сельское хозяйство, внедряйте новые технологии, используйте достижения науки и техники в свою повседневную жизнь. Не оставляйте свою малую родину ради легкой и красивой жизни в других регионах и других странах. Возрождайте Аллахах родное гнездо своих предков и вдохните в них новую жизнь. Будьте счастливы, пусть ваш дом будет полон разноголосым гомоном и смехом счастливых детей. Пусть в полях сражений возвращаются домой наши дорогие дети-воины, целыми и невредимыми. Пусть небо будет чистым и воцарится мир на нашей земле. Пусть ваш стол ломится от явств, амбар полон запасов продуктов, в кармане тесно от денег. Живите душа в душу, любите и будьте любимы. 2023 год у нас объявлен годом труда. Трудитесь на свое благо и на благо республики. Прививайте любовь к труду своим детям и внукам. Пусть исполнятся все ваши мечты и желания, которые вы загадывали в Новом году. Дорогие. Но в эту сказочную пору кто ждет больше всех сказок? Конечно, дети. Они не только слушают и смотрят сказки, но и рассказывают, читают стихи. И сейчас перед нами выступят дети. Они будут читать сказочные стихи. Их представит Яна Даниловна Поскочина. Добрый день, уважаемые наши гости, добрый день, уважаемые дети. Всех поздравляем еще раз с Новым годом, с Рождеством. И я хотела бы представить наших детей, которые прочитают новогодние стихи Сергея Михалкова. Пожалуйста, дети, выходим сюда. 10 лет. Он родился в 1913 году. И стихи наши читают Нелли Миронова, Алисия Поскочина, Ева Гончарук и Элина Контагорова. Пожалуйста, дети. Сергей Михалков под Новый год. Говорят под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Могут даже у ребят сбыться все желания. Нужно только, говорят, приложить старания. Не лениться, не зевать, и иметь терпение, и учение не считать за свое мучение. Говорят под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Как же нам не загадать скромное желание на отлично выполнять школьные задания, чтобы так ученики стали заниматься, чтобы двойка в дневнике не смогла пробраться. Снег ложится, снег, снег, снег. Ладно, снег, усы и птицы, и, конечно, человек. Ладно, серые синички на морозне.
Мерзнут птички, выпал снег, упал мороз, кошка снегом моет нос. А теперь мы услышим сказочника, доброго друга детворы, детского доктора, мастера сказок Валентина Владимировича Егорова. Пожалуйста, Валентин Владимирович. С добрым днем! Мне очень приятно выступать как раз в первую половину января, когда наступает удивительная сказочная пора, когда все ждут чего-то необычного, даже, может быть, сказочного. И я надеюсь, что в этом году у вас тоже все получится, если этого очень сильно хотеть. Ну, тут уже сказали, что я пишу еще и в жанре фэнтези, сказок. Я пишу сказки, в которых явь очень тесно переплетена с реальностью, реальность переплетена с фантастикой, поэтому иногда не знаешь, где действительно начинается она. Ну, как в жизни бывает. Поэтому я вот хотел бы начать с... Я пишу не только в прозе, но и в стихах. Небольшие такие сказки. Вот одна из них «На елочном базаре». Нет, не на елочном, это в конце. Давайте вот, так как завтра уже рождественский сочельник наступает, я прочитаю рождественскую колыбельную. За окном метет пурга, отражаясь в лунном свете. Спи, мой маленький, пора. Все давно уснули дети, только ты одна не спишь. Ждешь, когда зажжется елка, и во все глаза глядишь, сказку слушая про волка, что в рождественскую ночь где-то воет, хоть ты тресни. Мы его прогоним прочь, колыбельные наши песни. Успокоится пурга под чарующие звуки, и заснет мое дитя, подложив по чоку руки. Будет спать тогда утра, да сопеть сверчком в подушку. А в окне висит луна, желтой елочной игрушкой, освещая собой тьму, словно маленький фонарик, что лучами по листу вдохновение мне дарит, украшая в Рождество жизнь новыми стихами, от которых так тепло, рядом с елкой со свечами. Я зажгу их поутру для своей любимой дочки и подарок положу в целлофановом кулечке на подушку рядом с ней, что, проснувшись, углядела в свете елочных огней то, чего давно хотела. И еще вот одна сказка, которую я приготовил специально для этого нашего вечера, «На елочном базаре». Ну, елка – это непременный атрибут праздника, и сейчас елки стоят не так, как раньше. 1-2 и уже от них освобождаются. Сейчас иногда у некоторых чуть ли не до февраля, до марта. Ну, сейчас научились, как говорится, живые елки обихаживать, что они живут вот до такого времени, почти до весны. На елочном базаре. Мы на елочном базаре долго елку выбирали. Нам хотелось, чтобы она очень стройной была, а иголочки, что были нежно-нежно голубыми. Только где ж такую взять? Мы понуро бродим, глядь, видим прямо у забора, дед торгует очень споро. Из-за елок не видать, обещал и нам достать. Елку-елочку, какую мы хотим, ель голубую, он сказал, что привезет прямо к нам на Новый год. Помолчав немного, крякнул и исчез. Народ весь ахнул, что за чудо в решете, в шапке драна зипуне. Видно, это лесовик. На базар тайком проник, елок сказочных навез, на которых вырос спрос. Только кто-то испугал старика, и он пропал. Мы взгрустнули с братцем чуть и пошли домой. Вдруг жуть, когда дверь открыли, встали, распушася перед нами, голубая ель стоит. «Я подарок, — говорит, — от того лесовичка к вам на праздники пришла. Украшайте поскорей, да зовите в дом гостей. Я им буду очень рада. Приходите к нам, ребята». Ну и как писатель, мне очень приятно, что пришли взрослые с детьми,
Я пишу книги именно семейного плана. Я считаю, ну, как говорится, сторонник семейных ценностей, что именно в семье воспитывается по-настоящему ребенок. Школа, детский сад – это все вспомогательное. Поэтому, если у ребенка есть хорошая семья, то, естественно, можно надеяться на его счастливое будущее. Поэтому мои книги, они семейного плана. Я не пишу специально детские, там, подростковые, взрослые. Мои книги могут читать как дети, как подростки, так и взрослые. Вот я бы хотел вам показать, пользуясь случаем, ну, как раз согласно тематике нашей, я принес вот такие свои книги. Ну, в том году Якутску было 390. Я уроженец Якутска. И так совпало, что мы и даже дни рождения отмечаем вместе в начале сентября. И раз у Якутска юбилей, то и у меня тоже вот так совпало. Поэтому мне приятно, что я отмечаю свои дни рождения не один. Поэтому я не мог не написать книги, посвященные родному городу. Вот книга «Любимый с детства уголок». Ну, герб вы узнаете, да, в советское время, который был у нас. Но я сделал инсталляцию такую. В интернете нашел 2 фотографии улицы Романовка, которой нет уже, к сожалению. Остался один дом, дом политической ссылки, знаете, да, такой. Раньше он был по адресу улица Романовка, 7. Я жил в улице Романовка, 1. И вот это наводнение середины 50-х годов. А вот наш дом, 2 окна. Вот удивительно, я не ожидал даже увидеть. Наводнение перехлестнуло даже Чернышевского, до музея Ярославского почти дошло. А наш дом должен быть первым затоплен. Но мы почему-то как на островке были. Что меня, мальчишку тогда еще очень огорчало. Я так мечтал переехать на чердак. Там же интересно жить, чем вот так, как обычно. И вот эта часть улицы Романовка. Это центровое место, водокачка. Ну, тут обрезано немножко. Тут 50-е годы очереди из лошадей. А я застал время, когда были очереди уже из машин. Застал тот старый Якутск. И вот 2 фотографии современные. Это, узнаете, Преображенская церковь. Раньше это была детская библиотека, я был завсегдатаем этой библиотеки. Особенно я любил зимние каникулы. Там очень часто проводили литературные елки. И, ну, книга, тогда, сами знаете, это какой был дефицит. Люди брали любую книгу, которая появлялась, начиная от классики. Даже не спрашивая, кто автор, что он. Очереди даже выстраивались за книгами. И я вот, почему мне нравились литературные елки, что победителю обязательно вручалась какая-то книга. Вот так получилось, что я был завсегдатай этой библиотеки, я очень много читал. И поэтому любой вопрос из викторины, я еще не дослушав вопрос, уже тянул руку. Ну, меня вначале из вежливости спрашивали, ну, вручали несколько раз мне книги как победителю. Потом уже стали мягко библиотекой. Так, Егоров, помолчи. Так, дети, пожалуйста, ответ. Вот, например, я запомнил, кто в нашем лесу выше всех прыгает? А? Кто? Я уже, ну, сказали, руку не тяни, я сидел так отстранен. Ну, там заяц, там начали всякие придумать. И она, ну ладно, Егоров, отвечай. Я говорю, лось. Ну, правильно, конечно. И вот эта фотография Краеведческого музея, это в память о моих родителях. У меня отчим был сотрудником старшим Краеведческого музея, мать там работала, смотрительницей зала. И вот этот памятник Ярославскому, он сейчас стал брендом музея, да? А ведь я живой свидетель открытия этого памятника. До сих пор помню 6 декабря 1969 года.
сильнейшие морозы, не в пример. Сейчас это и считалось тогда не очень-то и холодно. 40 с лишним градусов, 46 даже помню. И всех детей согнали. Сейчас бы даже близко бы детей не трогали. А тогда это было политическое мероприятие. Выступала дочь Ярославского. И вот мы стояли все, одежонка-то сами знаете какая. Кто в телогрейке, кто там в куртенке. Я мечтал только об одном. Скорее бы это все закончилось и убежать. Слава Богу, я жил там недалеко. А сейчас горжусь, что я был свидетелем, оказывается, этого исторического события. Здесь стихи о Якутске, о том Якутске, которого нет уже, о настоящем Якутске. А это, ну, не все любят стихи, допустим, это Катин сын. Сборник рассказов. Все герои – это жители города Якутска, маленькие, большие. Ну, почему назвал Катин сын, это в память о своем детстве. Мать меня почему-то назвала Валентин. В те годы это было редкое имя. В основном в ходу были Васи, Коли, Пети. И старикам сложно было запомнить. Тем более я требовал не просто там Валя, я Валентин. Поэтому они, когда меня видели, им проще запомнить. Катин сын идет. Типа проще так запомнить. Ну, мать Катерина звали. Вот эта книга прозы, сказочные истории, взятые из жизни. Книга вышла в Москве. В серии Сергей Лукьяненко представляет автора. Сергей Лукьяненко, но имя его и сейчас на слуху. Автор, маститый автор фэнтези пишет. По его сценариям сняты фильмы «Ночной дозор», «Дневной дозор». И вот он меня представил. Тут рассказы, сказочные истории и повесть «Мальчик с окраины». За основу где-то я взял себя. История мальчика от 0 до 17 лет. Читается очень правдиво. Но я там практически ни имена, ничего не менял. Очень правдиво писал. Ну, сглаживая где-то, естественно, какие-то острые моменты, сильно острые. И настолько это правдиво, что я даже удостоился диплома на Гайдаровском конкурсе с очень необычной формулировкой. За правду жизни мальчика с окраины. Ну, необычная, конечно, формулировка. И вот чем славна наша Якутия, конечно, Арктикой своей, Якутским севером, Арктикой. Сейчас Арктика в тренде. Книга вышла в библиотеке Полярника. Здесь 2 части. Это стихи с любовью о севере, о нашем якутском севере, и сказочные истории. Особенно мне нравится вот северная легенда о морском оборотне. Под названием «Из жизни морских охотников» это маленькая повесть или большой рассказ печатался в литературной России. Иллюстрацией послужили рисунки детей, участников всероссийского конкурса «Арктика. Далеко и близко». Читается тоже очень так, на одном дыхании. Поэтому, если желаете, с автографом автора я могу вам это все предоставить. Поэтому мне очень приятно, что а то мы отвыкли, да, все онлайн. Поэтому приятно, что вы нашли время в эти праздничные дни прийти к нам и разделить с нами этот вечер. Спасибо. Спасибо, Валентин Владимирович, за ваши книжки, за интересный рассказ. Вы всегда нас радуетесь очень интересными книжками и рассказами о своей жизни, о сказках, о том, что вы пишете о сказочном севере. А сейчас к нам спешат другие сказки. Перенесемся в Китай. Это сказка о волшебной деве Аюкыс. Эта сказка Аюкыс написана Анной Гоголевой по мотивам китайских народных сказок. Я вам немножко расскажу ее содержание.
Жила-была одна семья, сын со своей мамой. Они были так бедны, что могли заработать на пропитание тем, что выращивали чудесные, очень такие спелые, сочные фрукты и овощи. С утра до вечера Жуан Ли работал на поле, чтобы вырастить фрукты и овощи. И, конечно, он получал на базаре очень мало, но его очень помогала его мама, с которой они вместе выращивают эти овощи. И вот он каждый раз, когда собирал урожай, он привозил на свой базар в китайском деревушке и продавал. А там были разные товары. И однажды он среди них увидел волшебную картину с прекрасным изображением девушки. Она ему так понравилась, что он отдал последние гроши, чтобы приобрести эту картину. Принес домой и целыми днями почти любовался на ее портрет. Конечно, мама его была недовольна. Но его чувства, они оживили девушку и преобразили его жизнь. По ночам она, видя, что они очень тяжело и бедно живут, она стала ткать чудесные ткани, которые все покупали на расхват на маленьком базаре. И увидел это, один богач решил приобрести, решил узнать эту тайну. И он, вот видите, вот прибегают эти вот как бы силы зла, представляю его. Один чародей, который заколдовал эту девушку, и он решил похитить эту картину. Он проникает в дом бедняка и хватает эту картину и уносит в свой замок, в свой дом. Но Жуан Ли не может смириться, конечно, с этой потерей. Он, невзирая на трудности, на могущество злого волшебника, он пускается в путь, чтобы добиться и освободить свою возлюбленную. И так любовь преодолевает все преграды, все невзгоды и беды. Никакое колдовство не в силах изменить чувства, а любовь может преобразить нашу жизнь. Это и есть самое главное волшебство. Вот об этом и рассказывает наша сказка. Чудесная картина. Художник очень постаралась. Вы видите, что это вот такие китайские полотна с китайскими национальными танцами, которые поставила Мария Гоголева. Она закончила хореографическое училище здесь, в Якутске, и поставила танцы к этой сказке. Вообще надо сказать, что это был такой проект «Сказки народов Евразии». В этом проекте были поставлены «Волшебное кольцо», индийская сказка, «Алмазное королевство», а также «Добрый Алла-Магус». Верховные божества позволяли людям Срединного мира слушать их тайны, приоткрывать. По якутским поверьям предугадывать судьбу может бог Танкахан. Он записывает судьбу в небесных сурук-письменах. И сейчас об этом расскажет Егор Васильевич Дахунаев, отличник просвещения Российской Федерации и Республики Саха. Егор Васильевич, пожалуйста, приоткройте нам тайны бога Танха. Это, допустим, Млечный Путь наш. Наш Млечный Путь. Ухул-Старбыт. И дальше это одно только полушарие. Допустим, эта сторона. И здесь и другая сторона есть. Вот здесь много созвездий, звезд. Вот это называется галактика. Вот. Это галактика. Так. Дальше отсюда я возьму одну звезду.
отсюда. Это наше Солнце. Понимаете, да? А оказывается, и это наше Солнце, вот где нарисовано. О. Это наше Солнце, а это все Солнечная система. А здесь по орбите своей небесной дорожки плавают планеты. И что интересно, они-то, наши предки, неграмотные, да? Но они знают, оказывается. Здесь они видят 9 невест, а здесь всего 9 планет. Меркурий, Венера, Земля наша, третья. Так дальше Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун, Плутон, Уран. Даже некоторые ученые говорят сейчас, что здесь Уран еще не видно. Они сидели на столе прямо и по орбите обозначили, что 9-я планета есть. Сейчас доказывают. Так значит 9 невест, атмосфер и так далее. А наши предки совсем неграмотные. Вот, а у них, оказывается, тоже 9 невест. Первая и так далее, до 9-го. Но у них не Венера, не Нептун, не Плутон, а у них другое название, которое значит «они». Вот. Первое значит «они», ну не приводится это слово «они». Это этот Бог или они дает нам дитя. Вот первое. Первое вам дал вот этот ребенка. Вот. Они, говорит. А потом, значит, второе небо на ступени третьей, второй дает, живет, оказывается, Ехсит, тоже непереводимое. А этот Бог или они дает этому товарищу Ишкутвер. Вы знаете это, да? Бог Кутубере дает дух земли, значит, дает дух Екутубере матери и дает дух Сиркут, Бог Кутубере, вот, земли. Вот, это второй наш товарищ, они. Третья ступени неба живет самый близкий для якутов. Они это Чугой, они олицетворяют или видят вот здесь как коня, как лошади. Вот третья ступень. А у нас там этот где планеты на третьей орбите, оказывается, есть наша Земля, наша планета, Земля. Поняли, да? Вот. Здесь я показал 9 планет, здесь я показываю 9 невест, которые нам рассказывают наши предки. Вот. Дальше, вот этот на третьей ниве живет Джогой Аир. Это олицетворяющие коня или лошади и так далее. Вот этот они нам дают пищу, еду дают. Вот. Поэтому, когда мы алкос произносим, отсюда мы просим нам, чтобы дали еду, дали пищу и так далее. На 4-й ступени неба живет Хомпоруд Хотой. Как бы это орел. Нам дает вот этот они силу, мужество, терпение. Вот дает. Поэтому у этого они мы просим терпения, силу просим, мужество просим. На 5-й живет
улу сорун. А этот они нам дает, оказывается, образование, грамоту, профессию. Понимаете, да? Когда я произношу алгыс, всегда прошу, чтобы Сурун, улу Сурун дал нам, нашим детям образование и так далее. Вот. Опять. На шестой здесь что-то наши ученые, которые учат, они некоторые путаются, некоторые ссорятся, не знаю почему. Я думаю, здесь вот живет Анчан. Некоторые говорят Сюнчан, некоторые говорят Сюнчан, но все-таки там живет вот такой они, который нас оберегает от болезни и так далее, и так далее. Я каждый раз прошу, чтобы Анчан вот своим виде топать этим, как бы, гроза, вот этим ударил, чтобы близко не пропустил этой болезни. Вот это самый главный человек в нынешнее время, а не Сюмджа. Вот. Дальше, вот здесь то, что я хотел рассказать сегодня, живут 3 они в 7 небе. Это Бильге хан, который нам дает будущее, она предсказывает. Другой наш они это Танха хан, тоже то же самое, будущее предсказывает всем, гадает. И самое-самое главное, Джилга хан, это можно дословно перевести, как бы это, судьба человека. Вот они дружно живут и нам помогают с 7 неба. Вот наши предки так говорят, я не знаю. А дальше, значит, на 8 небе живет Чингис-хан и Одун-хан, тоже наши боги. Чингис-хан пишет, как родится дитё, пишет, вот таким он станет, такой человеком будет и так далее, и так далее. Но и говорит, умрет такого-то числа, такого-то года и так далее, и так далее. Вот это не знает. А Одун-хан это все выполняет. Если по-нашему сказать, да, Чингис-хан это президент, а Одун-хан это правительство, которое выполняет указания президента и так далее. А всеми этими руководит Үрүм Артойон, там, который сидит наверху, на 9 ступени неба. Тоусхаллан улағатывер улуқтау. Үрүм Артойон. Вот. И почему я это рассказываю? Потому что мне очень интересно было. Здесь планеты, 9 планет, здесь 9 небес. Почему они, наши предки, такие умные, мудрые, поэтому и говорю. Вот. Даже некоторые сейчас не понимают это, наши планеты и так далее, а наши предки, они давно изучили это, чувствовали. Вот. И отсюда Тамха это гадание, как бы, да? Здесь некоторые не знают. Я целый несколько гаданий и в Руси есть, гадания у наших предков тоже есть. Вот смотрите, первое гадание. Как раз самое время с 7 числа по 19 можно гадать. А эти гадания очень такие, легкие гадания, любой может. Вот. Берут стакан воды, 2/3
чуть больше половины, берут кольцо, любое кольцо, берут, опускают туда и смотрят вот так. Долго смотрят. Если ничего не видно, значит, ничего не получается, и без изменений. А если изменения будут, вот здесь появится ваш суженый. Если отец появится, то вот поверь, тогда хорошо. А если другой появится, это плохо. Вот, вот такое гадание. Я в шутку это рассказываю. Да. Вот. Первое гадание, второе гадание. Вот. Тоже стакан воды берут, но чтобы эта вода кипяченая, но чтобы была холодная. Горячую не берут. А потом свечи, воск собирают, опускают туда. Отсюда вынимают и вот, и смотрят по одному вот. Тень смотрит у воска. И там определяют. Если там вдруг самолет или какой-то транспорт, поедете куда-нибудь и так далее. Вот. Вот такое простое. Никакой, как говорите, боязни. Вот. И третье. Это для вас. Берут тарелочку, блюдце, там холодная, тоже холодная вода, дальше 2 иголки, любые иголки, без ниток, а потом обмазывают эти иголки маслом, жиром, любой жир, и опускают туда, и смотрят, несколько секунд, например. Если сблизятся, соприкасаются, если это к лучшему. Если нет, это уже этот замысел мечта не получается. Вот так. Вот и запоминайте. Вот. Очень хороший. Я говорю, Татьяна Ивановна, обязательно беда. И дальше, значит, все делают вот это. Берут тарелочку, там плотную бумагу, вот такую плотную бумагу. А туда вот он умотает. И тень видите там, что за тень. И все. Мимо на серии костеля. Вот. Дальше, значит, это не якутское, русское гадание. Сидит он впереди свечи, а там, значит, зеркало. И сзади тоже второе зеркало. Если видишь, вот так коридор образуется сразу же. Вот. И в конце коридора там твой суженый стоит, допустим. Если никого нет, значит, замуж не идете. Вот так вот. Это гадание очень отличное, очень хорошее гадание. Не я придумал. А таких гаданий очень-очень много. Старину вот у стол юделерли. Нагревают стол. Он и бежит стол. И гадают. Вот. Это уже закон физики. Нагревают дно, ложат, а там тепловая энергия получается и бежит в блюдце. А там один стоит и руководит, пальчиком показывает или направляет. Алфавит и так далее, и так далее. Здесь гроб, здесь
эти черт какой-то, и так далее, и так далее. Вот. Гаданий очень много, якутских гаданий очень много. Вот наши предки вот и этим занимались. Почему занимаются? Нечем заниматься. Телевизора нет, радио нет. Вот. И они гадали. Вот так и жили, как говорится. Все. Наша встреча с сказкой, это, конечно, подходит к концу, но это только начало. Вас ждут еще сочельник, Рождество, гадание, Старый Новый год, крещение. Сказка только начинается, и мы встретились сейчас с ней. И мы, конечно, вас благодарим, благословляем, чтобы вы были здоровы, счастливы, и год был благополучный, проблемы разрешились, и чтобы все было хорошо. С Новым годом! А сейчас с успехом идет в нашем Саха-театре сказка «Харчана». Ее написал народный поэт Иван Гоголев, а режиссер-постановщик Петр Баснаев.